Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Сегодня мы представляем языковой мастер-класс по удмуртскому языку от Ольги Урасиновой. Это языковой активист удмуртского языка, также преподаватель удмуртского, инициатор курсов онлайн в период карантина по удмуртскому языку и большой активист от языка. Говоря о языковых активистах, мы говорим о тех, кто продвигает родной язык в массы, популяризирует его и открывает его для большей аудитории. И сегодня родным языком с вами поделится Ольга. Ольга, пожалуйста, ваше слово. Добрый день, дорогие друзья! Умоещ эшьёс. Я сегодня вам расскажу про удмуртский язык. Итак, давайте начнем. Для начала, где живут удмурты? Удмурты живут, грубо говоря, между Вяткой и Камой. Это 1000 километров от Москвы примерно. Вот так выглядит наша республика. Столица — город Ижевск. Здесь производят знаменитый во всем мире автомат Калашникова. И также на территории республики находится город Воткинск, где родился Петр Ильич Чайковский. Вот, это вкратце про географическое положение. У нас есть свои национальные символы республиканские, да, это герб и флаг. Как вы видите, 3 базовых цвета у нас, они связаны с мифологией удмуртов. Это белый, красный и черный. И также водоплавающие птицы имеют большое значение для нас. Что касается статистики, да, вы видите данные переписи с 1989 года. И как вы видите, каждые 10 лет мы теряем порядка 100 тысяч человек. Это колоссальные цифры, конечно. С замиранием сердца ожидаем, что у нас будет в 2021 году. Да, сейчас стартовала перепись населения. Как вы видите, на данный момент мы пользуемся данными 2010 года. Это 552 тысячи человек на территории Российской Федерации считают себя удмуртами, но из них только 324 тысячи владеют языком, считают себя носителями языка. И согласно статистике, вот на данный момент 28% населения Удмуртии составляют удмурты, 52% было в 2026 году. При этом удмуртов рождается больше, просто мы ассимилируемся быстрее, утрачиваем свой язык. И также отдельным народом с 2002 года записываются бисермяне. В 2010 году их насчитывалось 2111 человек. Я тоже бисермянка, записываюсь бисермянкой. Идем дальше. Чтобы понять современное состояние, положение языка, его особенности какие-то, необходимо немножко посмотреть на историю языка. Да, наш язык — это финно-угорский язык, об этом я еще отдельно скажу. Ближе всего мы были с коми-языками, то есть у нас была вот такая прапермская общность. Также север Удмуртии был включен в состав России чуть раньше, почти на 100 лет, а южные, они попали под большее тюркское воздействие, и это отразилось как на языке, так и на культуре. Что здесь еще важно отметить, что в 2020 году нам была дана автономная область. В 30-е годы 20 века был создан удмуртский литературный язык на основе его диалектов. В 1991 году статус республики был дан нашей территории, и с 2001 года 2 официальных государственных языка. Вот еще говоря о родственных нашему языку других языках, как вы видите, коми-языки, зырянский, коми-пермянский, они самые близкие для нас, 80% мы понимаем друг друга. Вот, какие еще языки относятся к уральским языкам, и в частности к финно-угорским, это финский, венгерский, да, распространенный в Европе, эстонский,
И сегодня я во время своей презентации буду не раз отсылки делать к финскому и венгерскому языкам. Например, здесь, да, в удмуртском языке сохранилось порядка 600 корней финно-угорского происхождения, то есть которые есть и в финском, и в венгерском, и в других финно-угорских языках. В первую очередь это части тела, какие-то базовые глаголы, числительные до 5. Например, да, ки– это рука, käsi– keys. Да, я вам читаю на всех 3 языках. Шин, силме, сэм. Вей, вой, вай. Да, и так далее. Вы здесь можете увидеть, что здесь числительные 4, что здесь глагол идти, мыныны, что здесь местоимение мон, я, что здесь части тела. Да, то есть это вот такие базовые вещи. Конечно, активисты пытались воссоздать финно-угорский язык, это было очень интересно, чтобы был какой-то единый общий язык, понятный для всех нас. И они вот предложили такое предложение, которое понятно вроде как для всех финно-угров. По-венгерски это предложение звучит как «Eleven hall usik a víz alatt». По-фински это звучит как «Eleve kala ui veden alla». По-удмуртски это звучит «Улеп чорык уя ву улын». Здесь вот уже, да, чорык у нас уже другое слово, это пермское слово. В венгерском и финском, вы видите, сохранилось хал кала. В удмуртском языке этот корень, он сохраняется, например, в слове сеть, да, для ловли рыбы. Про алфавит. Значит, в удмуртском языке 38 букв, это 33 буквы русского алфавита, плюс введены 5 букв для обозначения особых звуков, которых нет в русском языке. Мы их с вами разберем. Начнем с гласных. О с 2 точками, не путайте, пожалуйста, с умлаут немецкой. Она звучит как в слове «эвел». Мы отрицаем что-то. Я не, например, мон эвел. Я не, например, я не удмуртка. Мон удмурт эвел. Да? Дальше идут чудесные 2 звукоподражательных слова, я их очень люблю. Когда удмурту больно, он говорит «эбэбэб», «эбэбэб». Если что-то мерзкое, противное, мы говорим «эчэчэч», «эчэчэч», «фу, какая гадость». Дальше 2 гласная «и» с 2 точками, она, по сути, ничем не отличается от обычной «и», звучит абсолютно так же «и», но она имеет смыслоразличительную функцию. Эта буква указывает, что предыдущая согласная «дезеленесете», да, вот здесь я прописала это, что предыдущая согласная твердая. И здесь вот, чтобы вы сравнили звучание, тир, тир, тыр, тир, да, твердое «т» для англоязычных должно быть знакомо по слову cup of tea. Да? Ж с 2 точками звучит как Джек Лондон. Да, как в английском есть такой звук, в русском языке такого звука нет. Как, например, в слове «джук» – это каша, или как в слове «джек» – это стол. «З» с 2 точками произносится как «дж», как, например, в слове «джеджбур». «Джеджбур» означает «здравствуй». Дальше, как в слове «джуч». «Джуч» означает «русский». Ч с 2 точками звучит как «ч», сочетание звуков ТШ. Как в слове «кочиш», «кошка», «кочиш». Или как в слове «чаш», громкий, шумный. Также особым образом произносятся мягкие звуки «с» и «з». Мягкое «с» близка к русской «ща».
да, как в удмуртском слове щащка, щащка, цветок. Или как в слове вожматыны, звук «ж», такой вожматыны, показывать. И ниже вот я здесь прописала слова, чтобы вы просто на слух услышали эти звуки, как они звучат. Давайте я их просто зачитаю, перевод рядом идет. Чеж, джежи, щежи, джоз, чушкон, щурес, иргон, кыли. Картавить не надо, это я. Язык сохраняет удивительным образом наши какие-то исторические факты, какие-то исторические вещи. И в языке очень четко видно отношение к соседям. Вот в удмуртском языке, как мы себя позиционируем относительно мира, относительно наших соседей, сохраняется в фольклоре. Есть такая пословица или поговорка, вот, она звучит на удмуртском языке как «бигер кион, джуч гондыр, удмурт шала». Да, перевод на русский здесь дан: татарин волк, русский медведь, удмурт рябчик. То есть вот этим сказано наше позиционирование себя в мире. Дальше такая замечательная фраза «порпиос и былышко», марийские, ой, тут пальчики написаны, это мальчики, извините. Марийские мальчики стреляют, это отсылает нас к истории в XIV-XV веке, когда удмурты против своих же братьев по языку, марийцев, боролись за земли нынешней Кировской области. И когда очень холодно и бревна дома трещат, или в лесу стволы деревьев трещат от мороза, то удмурты говорят, что да это марийские мальчики стреляют. То есть вспоминая те бои, битвы, которые были между нашими народами еще много-много столетий назад. И оказывается, у марийцев есть такая же фраза, но они говорят «удмуртские мальчики стреляют». Еще очень интересное название удмурты дали для слепого дождя, порщуан, марийская свадьба, ну, потому что слепой дождь, грибной дождь, когда светит солнце, идет дождь, это что-то непонятное, да, с точки зрения природы, вроде надо либо дождь, либо солнце, и поэтому удмурты назвали вот такими необычными именами: Бигер Кулис, татарин умер, Кулем Йослен праздник сы, праздник умерших, Гондыр Йоскошнаяшко, медведи женятся, или Гондырпи Экте, медвежонок пляшет. Это вот разные варианты обозначения этой ситуации слепого дождя в разных диалектах. Давайте поговорим об особенностях удмуртского языка. То есть это финно-угорский язык. Как и во всех финно-угорских языках, в удмуртском языке нет родов. То есть для обозначения он, она, оно мы всегда используем одно слово, и мы понимаем по контексту, о каком поле идет речь. Добавляем какие-то слова: самка, самец, да, допустим. В удмуртском языке он, она, оно звучит как со. В венгерском языке это ы, а в финском «хэн». Да? По-моему, в финском еще для неодушевленных есть тоже оно отдельно. Ударение. В финно-угорских языках, таких как венгерский, финский, ударение всегда падает на первый слог. Но в удмуртском языке под влиянием соседнего татарского языка сместилось ударение на последний слог. Но есть ряд исключений. Да? Например, повелительная форма «мынеле» – «идите», да, венгерская «меннетек». Отрицательная форма в удмуртском языке «эн мынеле», в венгерском «не меннетек». Северные варианты, да, я носитель северного диалекта, и очень часто у меня это проскальзывает. Мы говорим
глаголы не с ударением на последний слог, а на предпоследний. Мы нишкомы, в то время как литературный вариант мы нишкомы на последний слог. Ну и в ряде местоимений есть прыгающее такое ударение олокин и олокин, и так, в зависимости от диалекта. Еще одна характерная черта финно-угорских языков – это притяжательные суффиксы, притяжательные конструкции. В русском, как и в других индоевропейских языках, мы используем отдельное слово «мой», да, «твой», «его» и так далее. В удмуртском языке гораздо важнее суффикс, который присоединяется к существительному. Мы можем двояко сказать «мой кот», мы можем сказать «мы нам кочеше», дважды подчеркнуть, что это «мой», «мы нам» и «кочеше», «еда» на конце. То есть и «мы нам», и «е» суффикс обозначает, что это «мой кот». Мы можем сказать кратко, да, без использования отдельного слова, местоимения «мы нам», «мой», «кочеше», только за счет суффикса, и он уже дает нам понимание, о чьем коте идет речь. Но ни в коем случае нельзя говорить подобно индоевропейским языкам, делая кальку конструкции, нельзя сказать «мы нам кочиш», это неправильно. Суффикс имеет приоритет, суффикс важнее. Да, вот здесь я вам привела пример, как сказать, моя собака, твоя собака, их, его собака. И вы видите, что здесь приведены два финно-угорских языка, удмуртский и венгерский, и два индоевропейских языка, русский и английский. Как вы видите в удмуртском и венгерском языках, для каждого лица, для каждого владельца, скажем так, свой индивидуальный суффикс. И его достаточно, чтобы указать, кому принадлежит предмет. В индоевропейских языках мы используем отдельное слово. Да? В английском мы видим даже, что они совпадают некоторые. В этом смысле разнообразие в финно-угорских языках гораздо больше. Очень часто тех, кто приступает к изучению финно-угорских языков, пугают падежами. Но в этом нет ничего страшного. Это как полочки и книги на них. Да? Вы всегда знаете, на какой полке какая книжка лежит. Это мега удобно. В удмуртском языке, в литературном, 15 падежей. Из них 8 – это субъектно-объектные. То есть по ним могут склоняться существительные, живые, одушевленные. Неодушевленные могут склоняться по всем 15 падежам, потому что оставшиеся 7, они указывают на местоположение в пространстве, так называемые локальные падежи. Плюс есть еще в диалектах несколько падежей. Если их добавить, то будет порядка 20 падежей. Но литературный язык ориентируется на 15 падежей. В венгерском языке, в родственном, на данный момент 18 падежей считают, что вот это вот настоящие падежи. Раньше считали, что их 28. В финском 15, а может быть и больше. Тут принцип разный, что считать падежом полноценным. Вот вся красочная палитра удмуртских падежей. Это достаточно сложная тема для тех, кто начинает осваивать язык, потому что есть 15 падежей, но есть два типа склонения, два типа изменения существительного по падежам. Есть простое и притяжательное. Простое, когда у существительного нет притяжательных суффиксов, а притяжательное, если этот суффикс есть. И не всегда суффикс падежа добавляется сразу, да, он бывает, что микс притяжательный плюс падежный, они создают что-то новое, да, и поэтому это просто надо запоминать. Вот здесь 6 падежей, дальше вот до 11 падежа, и вот 15 падежей.
Да, вот, например, какой бы вам показать сложненький падеж. М, Все выглядят такими простыми. М, Да, кажется, все такое Да, вот, наверное, винительный падеж самый сложный. М, а, Гуртес — я вижу деревню, да, а гуртме — я вижу мою деревню. И тут еще и само употребление, когда мы ставим этот суффикс, когда нет, тоже вызывает затруднение у тех, кто только начинает изучать язык. Что еще интересно, в удмуртском языке есть населенные пункты, которые образованы от так называемых варшудных имен. Воршут — это имя рода. Известно порядка 70 таких родовых названий, и такие населенные пункты, как Пурга, Можга, Салья, они все образованы от имени прародителя этого рода, да, основателя этого рода. Ам, И если населенный пункт образован от этого имени, то в нем просыпаются прафинно-угорские суффиксы. Да, то есть, например, в падеже, который указывает на местоположение «где», отвечает на вопрос «где», то есть статика, мы можем сказать, используя древний вариант суффикса «пургалан», да, а можем сказать стандартно, как в современном языке, «пургалын». Конечно, пургалан мне вот лично нравится гораздо больше, потому что это звучит даже гармонично, не режет уши. И вот этот суффикс ле, для тех, кто знает финский язык, он вам напомнит суффикс из финского языка. Да? Но язык, как мы знаем, стремится к упрощению. Язык не может удерживать две формы, ему сложно, носителям хочется упрощенный вариант языка, поэтому все чаще, к сожалению, говорят пургалын. Да, и тут другие падежи приведены в пример, что везде вот это прафинно-угорское ле просыпается и заменяется, к сожалению, современным вариантом. Еще одна особенность финно-угорских языков — это послелоги. Да, в индоевропейских языках мы используем предлоги, чтобы обозначить расположение предмета в пространстве. Здесь у вас вот приведен пример «кошка под машиной», где слово «под», да, является предлогом перед существительным. В финно-угорских языках все наоборот. Надо перекраивать свою логику. И мы используем послелоги, то есть они идут после существительного. Поэтому получается по-удмуртски «кочиш машина улын», да, или в венгерском языке «омочка аз ауто алат ван», да, где улын и алат, или финское алла — это все после логи, и они тоже, как вы видите, из одного корня были образованы. Такая чудесная форма, категория притворности, делать вид, что я что-то делаю. Очень удобная конструкция. Мы добавляем суффикс «мьяшк», он выделен здесь красным цветом, и можем добавить его к глаголу в любой временной форме, в любом лице. И жены — это спать. И жемьяшкны — делать вид, что спать. Да? То есть мы сделали инфинитив притворный. В настоящем времени мон и жемьяшкишко — я делаю вид, что сплю. Мон и жемьяшки — я делал вид, что спал. Сделали в прошедшем виде. И можно сделать в будущем. Я буду делать вид, что я сплю. Мон и жемьяшко. То есть мы здесь к корню слова добавляем сначала этот суффикс притворности, а потом уже личный суффикс и суффикс, указывающий на время, о котором идет речь. И, конечно, финно-угорские языки, они агглютинативны. Это означает, что мы можем бесконечное количество суффиксов добавлять к словам и получать длинные слова, которые будут иметь значение, но, естественно, так никто не разговаривает, потому что это слишком сложно, язык стремится к упрощению.
Давайте с вами разберем вот это чудесное слово. Для начала, как оно образовано, да? Глагол «шулем шугяшкны» – волноваться, тревожиться, образован из двух корней, из двух слов. «Шулем» – это сердце, да? Это тоже финно-угорское слово, «сюдем» по-фински и «сив» по-венгерски. «Шук» – это тяжесть. То есть волноваться – это иметь тяжесть на сердце. Удмуртский язык вообще очень изобразительный. Очень многие чувства, которые передаются, которые названы по ощущениям в частях тела. Шулем шугяш кытыны. Мы добавили одну букву Т, и у нас из глагола «волноваться» образовался глагол «кого-то заставлять волноваться», так называемый каузативный суффикс, каузативный глагол за счет одной буквы. Мы как бы заставляем уже кого-то другого совершать действие. Дальше мы добавляем причастный суффикс, причастие настоящего времени. Шулем шугяш кытыш. Зеленым вот здесь в транскрипции я вам выделила зеленым то, что мы добавляем, да, в каждой строчке какой-то новый суффикс, новый компонент. Шулем шугяш кытыштем. Тем – это суффикс для отрицательного причастия. То есть мы уже сделали из каузативного глагола мы сделали причастие, заставляющий кого-то волноваться. Дальше мы сделали не заставляющий кого-то волноваться, беспокоиться. Дальше мы добавляем суффикс множественного числа. Шулем шугяш кытыштем йоз. Дальше мы добавляем выделительный суффикс «из». Это как определенный артикль в венгерском языке, например. Да? Это суффикс, который выделяет из группы однородных предметов. Шулем шугяш кытыштем йосыз. Шулем шугяш кытыштем йосыз лэш. Суффикс лэш – это падежный суффикс. И дальше мы к этому падежному суффиксу еще добавляем последний суффикс. Здесь это гес, это сравнительный суффикс, и у нас получается слово из 33 букв. И в конструкции оно звучит следующим образом, да, если с глаголом каким-то взять. Шулем шугяш кытыштем йосыз лэш гес кышкашко. Я больше боюсь тех, кто не заставляет волноваться, беспокоиться. Еще раз прочитаю это слово. Шулем шугяш кытыштем йосыз лэш гес. И здесь, как и во всех финно-угорских языках, и во всех языках агглютинативных, мы с конца можем по кирпичику, по одному суффиксу, отбирая, дойти до той основы, от которой было образовано это слово. Парные части тела – это тоже фишка финно-угорских языков. К сожалению, под влиянием достаточно сильных, недостаточно, а очень сильных языков в нашем окружении, да, вот, русского языка в случае с удмуртским, мы теряем эту особенность. Дело в том, что парные части тела, глаза, ноги, руки удмурты воспринимали и воспринимают как единое целое. То есть у нас не один глаз, у нас полглаза, у нас палщин, да? Не одна нога, а полноги. Если у человека болит нога, удмурт скажет: у меня полноги болит, палпыд, да? Или если человек одноногий, то тоже скажет палпыд, полуногий, да, по-русски. Вот, и пал – это тоже финно-угорское слово, фил в венгерском, п и ф, они вот, то, что в удмуртском п, в финно-угорских словах, в венгерском ф. И поли, да, финское. Но сейчас, как я уже говорю, все чаще множественное число под влиянием русского языка употребляется. Чудесное слово «зеленый», «вож». Да, в удмуртском языке
это слово используется в образовании других слов, которые связаны с чувствами. Вошпотон — злость, вожан — ревность, вожьяшкон — зависть, вождеэнвай — просьба простить, извини. Да? Все эти слова, все эти чувства человека, они связаны со словом «зеленый». Почему? Это связано с физиологией человека. Когда человек злится, когда он ревнует, когда он завидует, он выделяет желчь, которая зеленого цвета, ну или близко к зеленому. Удмуртская логика. Здесь я привела ряд слов, которые мне очень нравятся как образованные, и они в каком-то смысле передают восприятие мира удмуртами. Во-первых, всем известно, ну, те, кто хоть раз бывал в России, а может быть и за пределами, такое блюдо, как пельмени. Да? Пельмень образован от двух слов. Пель – это ухо, нянь – это хлеб. То есть хлебное ушко – это удмуртское слово, которое вошло в русский язык. Деньги на удмуртском языке звучат как конь-дон. Конь-дон образовано из двух слов. Кони – это белка, а дон или дун – это цена. Все дело в том, что удмурты были умелыми охотниками, и столетия назад, там, да, еще, может быть, даже столетия назад, разменной монетой для удмуртов была беличья шкурка. Поэтому вот это слово «деньги», оно сохранило исторический факт. С белками же связано название месяца октябрь, который у нас сейчас. Кони, белка, толейж месяц. Дело в том, что в октябре белка уже созревала для отстрела. То есть охотники могли уже выходить на охоту белок, шкурка уже была достаточно хорошей. И у удмуртов даже есть напевы для ловли белок, для ловли куницы. Апрель у нас образован от слова «ош» и плюс месяц толейш. «Ош» возводит к двум, то есть есть две версии, либо это бык, либо это медведь. Бык, потому что уже можно напиться воды, а медведь, ну, вроде как просыпается в это время. Очень мне нравится слово «лулпу», это название дерева ольха, тоже отражает нашу мифологию. Лул, тоже финно-угорское слово, в венгерском лилек, пу, да, тоже финно-угорское, в финском это пу, в венгерском это фа. Дело в том, что умирая, умершие души по воде уходят в другой мир, но если душа не успокоилась, если у нее какая-то, ну, что-то тревожит ее, то она поселяется в деревья вдоль реки. А что растет вдоль реки? Ольха, лулпу. Кызаузы я даже, наверное, рассказывать не буду, для вас это чуждое понятие, это северюха, это на еле растет по весне. Нырыщеты, первый, от слова ныр, нос, действительно, нос везде у нас первым лезет. Вирнунал, среда, тоже отсылает нас к мифологии, по средам приносили жертвы удмурты, и, что интересно, у поволжских народов у многих среда именно от этого слова образована. Так, да, я перескочила правильно. Давайте с вами посмотрим базовые фразы, которые понадобятся вам, если вы вдруг окажетесь в Удмуртии. Джеджбур, джеджбуреш. Да, разница в том, что джеджбур мы используем при обращении к одному человеку или с кем мы на «ты». Джеджбуреш – это вежливая форма, либо обращение ко многим людям, независимо от того, ты или вы. Гажаса этишком. Гажаса этишком – добро пожаловать. Кыжи ты над немыт. Как твое имя? Мы нам не мы, Оли. Мое имя Оли.
Да, если буквально переводить, вы здесь видите уже как раз «мы нам» — это притяжательное слово, «не мы» тоже «ним», тоже финно-угорское слово, и оно здесь с притяжательным суффиксом «и». «Кычемар улышкот» — «как поживаешь?» И два варианта ответа, в зависимости от диалекта. «Умой» либо «джечь». «Баджим тау» — «большое спасибо». И на прощание мы говорим «джечь» или «джечу». Буквально переводится как «ну, будь хорош, оставайся здоровым». Да, видите, «джечь» есть и в начале, и в конце, в приветствии, и означает оно «хороший», «здоровый». Немножко хочу сказать про современную удмуртскую культуру. Значит, граффити, да, в одно время у нас были граффити, но в данный момент их уже нет, к сожалению, они были стерты. Здесь вы видите Йоко Оно и Джон Леннон. Здесь даже английский вариант есть. Гагарин был в космосе, видел Бога. Космосен вал ин марез аджи. В Удмуртии достаточно мало представлен удмуртский язык в публичном пространстве. В сети магазинов «Пятерочка» сейчас, слава богу, есть такая тенденция переводить название. То есть вы видите здесь пышнянь, горячий хлеб. А вот здесь Удмурт-Гурт, так выглядит удмуртская деревня. Это юг республики. Тут под, опять-таки, татарским влиянием очень много пестрых цветов, очень красочные дома, украшают их. Пожалуй, самые известные удмурты — это бурановские бабушки, которые принимали участие в Евровидении в 2012, если я не ошибаюсь, году, и заняли 2-е место, и они угощали всех нашим традиционным блюдом. Дальше вы можете по QR-коду перейти, посмотреть интернет-телевидение Даур ТВ, да, которое на удмуртском языке делает молодежь при грантовой поддержке республики. И проект Куара, они делают ролики на удмуртском языке, выкладывают их в YouTube, разговоры, беседы с учеными, а также у них есть курс удмуртского языка на английском языке. Современная удмуртская музыка, к сожалению, я не могу вам ее поставить, поэтому вы можете сделать фотографию экрана и потом найти их в интернете, либо, ну, в общем, да, найти где-то в интернете. Мне кажется, что удмуртская современная музыка достаточно развита. У нас есть и попса, и рэп, и электронная музыка. Вот, в общем, вы можете почувствовать все это разнообразие, послушав этих исполнителей. СМИ на удмуртском языке. Чаще всего выходит удмуртская газета «Удмурт Дуне», 2 раза в неделю сейчас, если я не ошибаюсь. И, конечно, ее тираж падает. Кенеш — это журнал с литературными произведениями, рецензиями, дискуссиями, все вокруг удмуртской литературы. Кижели — это детский журнал, он выходит тоже достаточно часто, раз в месяц, ну как часто, раз в месяц. Вот, Вордскем Кыл — это специализированное издание для преподавателей удмуртского языка, где они делятся своими наработками. Джечбур — это газета на удмуртском языке, вот она, если я не ошибаюсь, 2 раза в неделю выходит. Про переводную литературу. На удмуртский язык переведена Библия. В этом году был опубликован перевод «Маленького принца», и удмуртский стал 455-м языком, на который был переведен «Маленький принц». Возможно, вы знаете, «Маленький принц» — это 2-я книга после Библии, которую чаще всего переводят на иностранные языки.
И, пользуясь случаем, мне хочется еще раз поблагодарить замечательного коллекционера из Швейцарии Жан-Марка Пробста, который поддержал публикацию уже готового перевода 1989 года и профинансировал весь этот проект с тем условием, что книги будут бесплатно распространяться среди носителей удмуртского языка. В Европе купить эту книгу можно в немецком издательстве Tintenfass Verlag. Да, это то же самое издание, просто немножко в другом переплете. Удмуртские фильмы. Здесь вы тоже можете по QR-код все найти на YouTube. «Соперницы» 29 года фильм, красивый с этнографической точки зрения. Фильм 94 года «Тень Алангасара». Алангасар — это мифологическое существо. Он тоже больше такой мифологический. А вот «Узы Боры» и «Пускар», два фильма на удмуртском языке, уже снятые в 2000-е годы, в 2011 году и в 2014, они уже про современную проблематику, про молодежь и так далее. И что примечательно, эти два фильма были сняты при финансовой поддержке польского активиста Петра Палгана. Тоже хочу ему сказать большое спасибо за вклад в удмуртскую киноиндустрию. Удмуртский язык представлен в интернете, помимо того, что я уже сказала, еще таким образом, что есть такой браузер Яндекс, там есть переводчик с удмуртского языка, с русского языка на удмуртский. Я принимала участие в создании этого переводчика. Банальные фразы он переводит хорошо, но что-то посложнее уже ему тяжело дается, потому что очень маленькая база, конечно, это требует больших вложений, временных и ресурсов. И могу похвастаться, что удмуртский стал первым языком, на котором появился Яндекс.Навигатор. Был переведен интерфейс российской, русскоязычной изначально сети, социальной сети ВКонтакте. Да, вот так выглядит страничка. Видите, Азбамы и Ворьёс, да, то, что мы привыкли или вы привыкли видеть на другом языке. Есть также словарь, онлайн-словарь русско-удмуртский и корпус языка, где вы можете посмотреть употребление слова в контексте. По QR-код вы можете перейти на этот сайт. Если у вас остались вопросы, то я всегда с радостью отвечу. Вы можете найти меня как в социальных сетях, так и по e-mail. В данный момент, каким образом, если у кого-то появился интерес к изучению удмуртского языка, если вы владеете русским языком, потому что все мои курсы, конечно, были направлены на русскоязычную аудиторию, то на YouTube-канале у меня есть два курса. Один для начинающих с нуля, прям вот с азов. Я его запустила во время ковида в прошлом году весной. И за 17 занятий мы взяли базу языка, и самостоятельно можно сделать домашние задания, то есть пройти этот курс можно сейчас самостоятельно. Все презентации, все это выложено в свободном доступе. Также веду телеграм-канал, где выкладываю какие-то интересные вещи, связанные с языком, тексты с последовательным переводом. И тут еще бы добавила, что вот помимо того, что на YouTube лежит курс для совсем начинающих, есть также курс для продолжающих, разбор текстов литературных произведений на удмуртском языке. Может быть, вы уже на таком уровне. Вот. И в заключение хочу поблагодарить за ваше внимание. Я надеюсь, что вы что-то узнали для себя новое. Спасибо большое. Благодарим Ольгу за этот прекрасный экскурс в удмуртский язык. Безусловно, это дает нам прекрасный взгляд на языковую ситуацию с удмуртским языком в стране и ту ценность, которую несет в себе удмуртский. И будем надеяться, что к вашему начинающему курсу присоединятся. Спасибо. Да, спасибо большое. Всего доброго.